До этого мы говорили о ханах, о политической истории Золотой Орды, а теперь мы решили несколько углубиться вообще в то, что из себя представляла Золотая Орда, но рассказать не о каких-то политических аспектах, а больше о истории э, внутреннего устройства и внутреннего состояния этого государства, как оно существовало и на чем основывалась вот его хозяйственная, политическая, административная деятельность. Ну, поскольку во всех деталях это рассказать, очевидно, в одной лекции не удастся, но тем не менее мы попробуем как-то выстроить это, чтобы было понятно, кратко и информативно. Ну и наша лекция это как раз посвящена информации и как эта информация по Лусу Джучи, по Золотой Орде распространялась, как она была связана вообще с монгольской империей и вообще что себя представляет вот в реальности эта самая средневековая империя. Надо сказать, что после образования огромного государства, фактически от Черного до Желтого моря, в Восточной Европе, в Центральной Азии, на Дальнем Востоке обстановка и вся структура власти и экономики резко изменились. Ну, понятно, что мы привыкли смотреть на это событие с точки зрения военных успехов, военной завоеваний, гибели многих государств, разрушения городов. Но я предлагаю посмотреть несколько с другой стороны и посмотреть на это дело с тем, что вот эта вот империя принесла и на чем основывалась вот этого государства устойчивость, которая, ну, даже несмотря на определенные политические катаклизмы, продолжал существовать долгие-долгие годы. Существует целый ряд мнений историков о том, что это было за государство. И Монгольская империя, и, собственно, Золотая Орда. Здесь я бы выделил несколько точек зрения, которые в первую очередь связаны с историографической традицией, особенно с советской, которые считали, что Золотая Орда и Монгольская империя это были государства паразитические, прямо говорилось об этом в целом ряде трудов 40-х, 60-х годов, даже несколько позже. В современной трактовке это звучит как более наукообразно, но смысл от этого не меняется. Это называется как экзополитарное государство. Что это означает? Что политическая власть захватывается в этом государстве и распространяется на соседние провинции, из которых черпаются богатства для существования этого государства. Вот такая точка зрения на суть Золотой Орды и монгольского государства, ну, как и на многие другие предшествующие степные государства, довольно широко распространена. Ну, мы попробуем посмотреть на это дело с несколько другой стороны и проверить, правда ли это или нет. Надо сказать, что я и целый ряд других коллег все-таки рассматривают Улус-Джучи, Золотую Орду, как средневековую монархию, которая имела как кочевую периферию, так и основывалась на целом ряде земледельческих провинций, на городскую структуру. И именно вот эта возникшая городская среда и вновь возникшая экономика этого государства, вновь созданная внутри Монгольской империи, потом переданная в Улус-Джучи, как она, собственно, влияла на
формирования этого государства и на его развитие и существование. Ну и, собственно говоря, определяя тем самым и структуру власти этого государства. После того, как Монгольская империя возникла на огромных пространствах Северной Евразии, первое, что и первое следствие, и первое, что случилось в мире, который проснулся там на следующий день после того, как завершился период войн, войны, натиска, разрушений, гибели, пожаров, завоеваний, выяснилось, что пали все внутренние границы. То есть на всем этом протяжении существует единое государство. Это единое государство существует по единым законам. Власть достаточно сильна, чтобы контролировать все окраины и все территории. И тем самым первые, кто получил достаточно хорошую прибыль от этого, это люди предприимчивые, которые занялись торговлей. То есть получилось так, что на этой самой огромной территории можно платить единожды торговую пошлину и торговать без того, чтобы постоянно нарушать какие-то границы, платить там пошлины и испытывать какие-то трудности из-за того, что политический режим в том или ином государстве менялся. Здесь же, в огромной империи, эти изменения в государственном устройстве и в налогообложении были достаточно минимальными. Самый главный торговый путь, который возникает на этой самой территории, это северное ответвление Великого Шелкового пути. Краткая история. Великий Шелковый путь как таковой возникает в первых веках нашей эры, и этот торговый путь служил для еще с эпохи Китайской империи Хань, позволяя торговать целым рядом китайских товаров, прежде всего шелком, поэтому и назван Великим Шелковым путем, но не меньшую роль в этих товарах служили и такие экзотические товары, как пряности. Надо сказать, что пряности, прежде всего перец, буквально на вес золота. И сами значит, эти перчинки, они служили даже мелкой монетой для расчетов разных купцов. Это связано со многими обстоятельствами. Я скажу только об одном. В средние века существовала гигантская проблема, как сохранить многие продукты, прежде всего мясные. Конечно, их коптили, их вялили, их солили, но все это без пряностей было, не так вкусно, и считалось, что, не так хорошо они заготавливаются. Поэтому, и кроме того, перец входил в состав практически всех лекарственных препаратов эпохи Средневековья. В определенной мере заслуженно. Мы тоже часто используем перец там при простудах и таких респираторных заболеваний. И тогда люди тоже это все прекрасно понимали. Про шелк я уже не буду говорить. Но к середине 13 века в движении товаров по Великому Шелковому пути возникли серьезные препятствия. Они связаны прежде всего с тем, что долгое время полыхали на Ближнем Востоке, в странах Леванта, современная Израиль, Палестина, Сирия, Ливан, крестовые походы, и постепенно мусульмане вытеснили крестоносцев из Иерусалима, и они осели в прибрежных крепостях на острове Кипр, на острове Родос. Но
постоянные войны мешали этой самой торговле. Кроме того, поскольку генуэзцы поддерживали крестоносцев, то мусульмане не пускали их в свои порты. Весь Ближний Восток полыхал в постоянных войнах. И понятно, что там, где идет война, там нет места торговли. Много было случаев, когда и крестоносцы, и мусульмане грабили, собственно, эти караваны враждебные, и тем самым открывшийся вот этот самый путь, он давал возможность пустить эти самые товары в обход Ближнего Востока. Уже первые купцы, которые сохранили записки, то есть их было много, очевидно, прежде всего итальянские предприимчивые люди, сохранились записки Марко Поло, который рассказывает про своего отца и своих братьев, которые приехали к хану Бату в Болгар и застали его или там, или когда он путешествовал в район современного Саратова, в город Укек, и Бату с удовольствием купил у них с большой прибылью все товары и предложил им продолжать эти самые торговые предприятия. Они уехали в Каракарум и там сделали блестящую карьеру уже при дворе хана Хубилая. Но нам важно отметить, что уже в 60-е годы 13 века вот этот путь был освоен. Чуть раньше до этого у нас сохранились сведения о путешествии папских послов. Это Джованни дель Плано Карпини и Гильомо Рубрука, которые путешествовали по территории этой и сообщают о том, что есть специальные пункты приема караванов, и пункты приема этих самых караванов снабжены всем необходимым. И, соответственно, вот этот самый путь уже к этому времени, очевидно, стал определяться и становиться более системным и обустроенным. Другой торговый путь, который возникает, существовал уже долгое время, но получил такое второе рождение, это Великий Волжский путь, который шел из Каспия в страны Северной Европы. Рассвет его, конечно, приходился на более ранний период, где-то 9-10 века, когда огромное количество восточного серебра заполонило Восточную Европу и страны Северной Европы, но и в более позднее время Волжский путь продолжал играть важную роль. Прежде всего по этому пути двигалась пушнина, которая давала колоссальную прибыль, по сведениям разных купцов, при накладных расходах в определенной сумме. При удачном стечении обстоятельств прибыль могла доходить до 300%. Есть, если помните, в «Капитале» Маркса есть там такие слова, что при прибыли там 10% капитал слабо шевелится, там дальше. А при 300% нет такого преступления, на которое бы не пошел капитал, чтобы реализовать эту прибыль. Вот можно сказать, что вот эта колоссальная прибыль, опять же, без границ и без таможенных пошлин Волжский путь расцветает, и получается, что территория центра Золотой Орды становится перекрестком вот этих самых разных торговых путей. Мы уже говорили, что вот эти самые торговые пути получили обустройство, и даже сейчас, если мы возьмем циркуль от городов Золотой Орды, от городищ, прочерчим, там 50-30 километров круг, то мы упремся в разных направлениях, в какие-то поселения золотоордынского времени и так дальше. Вдоль плато Устюрт по дороге из сарая Аль-Махруса, то есть селитренное городище, и до
Ургенча в Хорезме, современный Куня-Ургенч. Там прямо сохранились в пустыне эти самые караван-сараи, которые в то время функционировали, ну а потом оказались, ну, в силу целого ряда обстоятельств заброшенными. Но так они, так и стоят где-то примерно в 30-50 километров друг от друга. И вот эта инфраструктура в период Золотой Орды, монгольского государства, стала активно развиваться. Главную прибыль и от развития вот этой самой торговли по Великому Шелковому пути с Монгольской империей получили итальянские купцы, прежде всего генуэзцы и венецианцы. Это связано с двумя важными обстоятельствами. Дело в том, что Европе, строго говоря, нечего было предложить Востоку. То есть в обмен на шелк, на фарфор, на пряности Европа не могла предложить никаких товаров, которые бы, ну, могли быть интересны на Востоке. Причем такое положение сохранялось вплоть до XIX века. И первое, что сделали, например, английские колонизаторы в Индии, это разорили полностью всех индийских ремесленников с их изготовлением хлопчатобумажных тканей для того, чтобы те производили только сырье, которое перерабатывалось потом на фабриках английских, и с тем, чтобы в Индию завозили уже готовую одежду. То же самое и с Китаем. Китаю европейцы ничего не могли предложить, китайцы отказывались торговаться, пришлось применить вооруженную силу и провести там 3 опиумных войны для того, чтобы заставить Китай открыть торговлю и прежде всего открыть торговлю опиумом. Опиум производился британцами в Индии, завозился в Китай, и там население как раз вот полностью этот самый опиум продавался. Это единственное, что британцы могли предложить в Китае. Но здесь такой военной силы у Европы еще не было, поэтому она вынуждена была торговать достаточно эквивалентно. Но единственный эквивалент, который был в Европе, это было серебро. К этому времени к имеющимся рудникам серебряным в Австрии и Трансильвании добавился еще целый ряд новых рудников в Швейцарии, в Чехии. И главное, что улучшились условия извлечения серебра из руды. То есть появились интересные новые механизмы, в частности водяные кольца, крупные, значит, дробилки, которые обогащали породу и позволяли перерабатывать вот это самое добываемую золото-серебряную руду в слитки серебра. И вот это самое серебро поступало по Великому Шелковому пути в монгольскую империю и в Китай в ответ на восточные товары. Ну и здесь вот как раз приводятся слова, значит, Сената Венеции, доклада одного из комиссаров, который говорит, что законы в Монгольской империи незыблемы, и человек, который получил пайзу и заплатил пошлины, может беспрепятственно проезжать по всей территории. Ну, вот как раз то, что мы говорили, эти самые законы существующие, они позволяли развивать эту самую торговлю. Торговали различными товарами, ну, это шелк, фарфор, пряности, ну, в гораздо меньшей степени чай,
ну и другие товары. По Великому Волжскому пути это в основном меха, пушнина, ну и в определенной степени рабы. Но надо сказать, что вопреки такому расхожему мнению, а, торговля рабами была не прибыльной, и существуют росписи, ну, допустим, венецианской и генуэзской торговли, ну, генуэзской в Кафе, где есть, ну, списки товаров, которые продавались. Ну, там за несколько десятилетий, ну, может быть, около 1000 человек были проданы. То есть, ну, вообще людей продавали и покупали, и это была распространенная практика. Но то, чтобы массовый вывоз был, это до Великой чумы, черной чумы в 1347 года такого не было. И только после того, как ну, Европу накрыло это бедствие, появилась колоссальная нужда в рабочих руках, и тогда вот стали все больше и больше, по мере того, как уменьшалось, ну, об этом мы поговорим, количество восточных товаров, которые можно было купить на рынках Золотой Орды, увеличивался спрос на людей. И расцвет этот пришелся на более позднее время, уже конец 16-го, 17 век, но это связано уже не просто с демографическими проблемами Европы, а с тем, что, ну, допустим, флот, грибной флот многих стран, Испании, Франции, нуждался в людях для того, чтобы как двигательной силой. И вот это вызвало довольно серьезную как раз работорговлю по Черному и Средиземному морю. Здесь представлены эти самые пайзы, причем это одна золотоордынская, одна из Китая. Вот что они с собой представляли, то есть они, можно сказать, вешались на грудь в зависимости от металлы, из которых они были изготовлены. Это вот золотые, китайская бронзовая. Соответствующим образом они диктовали, значит, условия, то есть какие можно было получить на этих караван-сараях. Допустим, гонец, который обладал золотой пайзой, он беспрепятственно мог получать любых лошадей, любое пропитание, и для того, чтобы беспрерывно двигаться по вот этому караванному пути. Ну, а, соответственно, купцы там, которые предъявляли эту пайзу, освобождались от всех налогов, и им оказывалось всяческое содействие. Ну и так далее. Таким образом, можно сказать, что этот путь был достаточно организован, он был защищен, в том числе и государственной властью, и для него действовали, ну, определенные правила, то есть то, что мы знаем и из источников, и вот материальные свидетельства, вот эти вот самые пайзы, свидетельствуют о том, что это была регулярная практика. Когда мы говорим о том, что из Европы поступало значительное количество серебра и серебряной монеты, то, ну, хотелось бы понять, да, в материальном, сколько это в граммах. Каждая монета весила примерно 1,1 грамм. Это весовая норма, поскольку один дирхем был, значит, частью мискаля, то есть из большого куска вот серебра можно было изготовить 100 таких вот монет. Поэтому и определенный вес был. Этот вес был задан с самого начала, но после реформы хана Такты
это как раз норма была утверждена и фактически существовала до конца Золотоордынской империи, хотя к этому времени серебряная монета уже была порченной, то есть туда добавляли разные примеси, но старались сохранить вот этот самый вес. Так вот, из Европы поступало, судя по всему, огромное количество тонны серебра. Тонны серебра. Вот по мнению профессора Московского университета Пономарева, где-то в середине XIV века обращалось около 150 миллионов серебряных монет. Он проводил разные исследования по сравнению кладов, по сравнению ввоза слитков серебряных по материалам итальянских расходных книг, так называемых массарий, которые четко все фиксировали у себя, сколько чего кто ввозил и вывозил. И получается, что в стране единовременно обращалось монет почти 2000 тонн примерно. Это, очевидно, что они там количество было больше, меньше, но такое количество это просто гигантское. Дело в том, что за 300 лет до этого, до эпохи Золотой Орды и становления вот этой самой торговли, в Восточной Европе наступил безмонетный период, когда в Восточной Европе вообще не было никакой серебряной монеты. И чекан просто прекратился. И вместо денег использовались различные их заменители, квазиденьги. По свидетельству, например, арабского купца и миссионера Аль-Гарнати, использовались так называемые меховые или кожаные деньги. То есть несколько белок, связанных между собой, использовались в качестве обменной единицы. Причем он говорит, что даже тогда, когда мех, это уже от обращения, он вытер и, собственно, уже потерял, белка это потеряла товарный вид, то, тем не менее, князья своей печатью запечатывали еще раз вот эту самую связку, куну этих белок, и все равно заставляли использовать их в качестве монеты. То есть просто потому, что не было никакого притока серебра, не было в Восточной Европе товаров, которые можно было в таком значительном количестве эквивалентно обменивать на серебро. И здесь начинают по Восточной Европе ходить тонны серебра. И археологи могут сказать, что одна из самых частых находок в поселениях золотоордынских – это как раз серебряная или бронзовая монета. Кроме вот этих серебряных еще и существовала и бронзовая монета. То есть, можно сказать, что государство достигло величайшего расцвета. Когда мы говорим о обороте этих самых монет и вообще сколько изымалось из разных провинций, я уже говорил, что тут точка зрения есть историков о том, что такое золотоордынское государство играло такую паразитарную роль, то есть из провинции изымая, значит, все соки выжимая. Но вот ордынский выход, по мнению разных историков, там, к сожалению, не сохранилось таких прямых указаний, но по подсчетам примерно 7 тысяч рублей. Это где-то почти 6 тысяч тонн ржи в пересчете. Но вот, например, Кафа давала ханам по прибыль пошлин где-то 3000 золотых дукатов.
Ну, Салдая, Судак около, ну, половины этой суммы. То есть, ну, можно сказать, что порты только Крыма легко перекрывали всю дань, которую получала Золотая Орда с территории Древней Руси. В то время как, ну, остальную часть, значит, с территории Золотой Орды, ну, допустим, хлеба или каких-то других припасов, прежде всего это мед, воск, все это покупалось на серебряную монету, и именно благодаря этому на городах Руси, в Новгороде, в Твери, в Москве возобновляется чеканка своих монет. То есть, например, монеты Дмитрия Донского – это, с одной стороны, монеты ну, ханов Золотой Орды, допустим, Токты, а с другой стороны был чекан самого Дмитрия Донского и его потомков. Причем вот это самое копейщик на коне – это его сыновья уже первую очередь стали чеканить как раз именно вот эти самые монеты с Георгием Победоносцем. Отсюда и название копейка, да. Ну и надо сказать, что доход от торговли в Черном море в Генуе составлял более 750 тысяч золотых дукатов. Это те средства, которые, то есть, генуэзцы вкладывали в торговлю, то есть брали серебро, которое, ну, из Чехии, из Австрии поступало через Альпы, значит, с одной стороны в Венецию, с другой стороны в Геную. И ну, часть еще по Рейну, то есть в Геную поступали еще и часть этих самых серебряных слитков через Рейн. И здесь они везли эти самое серебро в Восточную Европу, в порты Причерноморья, покупали там товары восточные, привозили в Европу и продавали их. Вот, то есть товарооборот был еще выше, а прибыль только была такая в этих городах колоссальная. Неудивительно, что эти города республики несказанно процветали и могли диктовать свою волю многим даже государствам. Например, Венеция была способна воевать даже с Византией, и более того, именно венецианцы спровоцировали вот этот четвертый крестовый поход, который привел к завоеванию Константинополя и установлению власти крестоносцев в Византии. Ну и материальным свидетельством как раз этого является квадрига коней, которая была снята с триумфальной арки византийских императоров и водружена, значит, на храм святого Павла собственно, в Венеции. Ну и туда же они перетащили целый ряд памятников, ну, в том числе и одного знаменитого статую льва, на котором есть нацарапанные руны какой-то варяг, который служил при дворе византийских императоров, там, находясь на службе, процарапал знаки. Ну, как и на хорах в Святой Софии, там тоже есть процарапанная, значит, на перилах надпись, имя, видимо, одного из этих варягов, Хальфдан.